В дом Ислама Тимурзиева продолжают проходить люди и знаменитые спортсмены, и те, кто знали его как хорошего парня, доброго и отзывчивого. Легендарный советский и российский боец, олимпийский чемпион Сеула Вячеслав Яновский сейчас гордится тем, что имел возможность тренироваться с ингушским боксером. Ведь в нем сочетались чувство юмора и безграничная любовь к спорту. Потеря такого человека и такого боксера нам очень, как сказать, ну таких-то и больше, наверное, не будет сейчас в данный момент. Почему? Потому что я скажу так не своими словами, но скажу так, что такие люди, как он, рождаются один раз в 100 лет. Но это был поистине мужчина, человек, который обладал чувством юмора, был настолько серьезно относился к этому виду спорта. И до конца дней своих, вот сколько я его знал, столько он был предан боксу. Вячеслав Яновский говорит, что российский бокс осиротел, и сам себе задает вопрос, когда еще в стране появится такого уровня боец, которого смело можно поставить в один ряд с королем бокса. Мухаммед Али. Это вот звезда была. Потому что то, что он делал в ринге, наверное, таких боксеров, как Мухаммед Али, там, Тайсон, вот по пальцам можно пересчитать. Понимаете, да, это первоклассный человек, первоклассный боксер был. У него была феноменальная скорость, у него была феноменальная трудоспособность. Почему? Потому что когда мы проводили тренировки тяжелейшие, особенно вот для тяжеловесов, это были самые тяжелые тренировки, он их с легкостью преодолевал. Исламу Тимурзиеву все эксперты в один голос прочили лавры главной боксерской звезды сборной России. Иначе и быть не могло для бойца с тяжелым ударом и чрезвычайно быстрым, что вообще не свойственно боксерам самой престижной весовой категории супертяжем. Но страшная болезнь, опухоль головного мозга, изменили все планы спортсмена. Хотя казалось, что Ислам смог бросить вызов судьбе и победить суровый недуг, ведь он умел держать удар. В Турции ему была проведена тяжелая операция, и он пошел на поправку, но вскоре ему вновь стало плохо. Врачи до последнего боролись за жизнь Ислама, но все было тщетно. Я его запомнил как такого парня с уважением к старшим. Я сделал улук, дорогие, все, что было в хорошем, то, что есть в этом парне было. Честно говоря, это была наша гордость ингушская. Траурные мероприятия посетил и глава Ингушетии Юнусбек Евкуров, который отметил, что в исламе сочетались самые лучшие качества, присущие только настоящему мужчине и верующему человеку – смелость, благородство и скромность. Ислам Тимурзиев был богом одаренный боксер, но так уж получилось. Бог отдал и Бог забрал. Хусен Гагиев, Юсуп Ханиев, Новости 24.